Скорбь одна на всех. Сегодня в России общенациональный траур. Страна скорбит по погибшим в Кемерове. Большинство из них – дети. В память о тех, чьи жизни трагически оборвались в результате страшного пожара в торговом центре, по всей стране были приспущены флаги. Учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, телерадиокомпании изменили сетку вещания. Наш канал не исключение. В эфире не будет развлекательных программ и рекламы. Во всех регионах вспоминают погибших и соболезнуют родным. Проходят акции памяти жертв. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек. Есть без вести пропавшие. Правительству России и органам субъектов поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. Во всех регионах России в день траура продолжаются памятные акции по погибшим. Напомню, день общенационального траура в связи с трагедией объявлен указом президента России. Ингушетия разделяет боль утраты с жителями Кемерово. Слезы, свечи, цветы, мягкие игрушки, импровизированные мемориалы и миллионы скорбных записей в социальных сетях. Безусловно, это горе и общая боль всей страны. Всю ночь вчера и весь день сегодня в Кемерове горожане приходят почтить память погибших. Цветы и записки со словами скорби несут и на Манежную площадь. И прошли сегодня и первые похороны. Панихиды идут сразу в нескольких православных церквях. В Ингушетии, в Покровском храме ставили свечи и поминали погибших. Прихожане молились и за здоровье пострадавших. Свои молитвы возносят и католики, и мусульмане. В общенациональный траур в стране отменены все развлекательные мероприятия. В общенациональный день траура многие телеканалы, радиостанции отказались от развлекательных программ. Изменилась сетка вещания, и на НТРК Ингушетия все концерты и развлекательные программы перенесены на следующие числа. На канале Ингушетии идут промо-ролики Кемерово. Мы с тобой. Вся наша республика разделяет общее горе. Флаги приспущены во всех административных зданиях столицы Ингушетии. Скорбят и жители республики. Многие не могут сдержать слез. Плачут сегодня не только взрослые. Трагедия 25 марта унесла жизни 64 человек, 41 из которых были дети. В результате пожара не стало целого класса учащихся, которые в торговый центр приехали отдохнуть. Мы очень сочувствуем этим маленьким детям. Они пришли отдохнуть, они моего возраста. Я хочу, чтобы на земле больше не было такого. Этот пожар принес большой удар родителям этих детей. Я соболезную всем умершим и у кого погибли дети. И мне больно представить, что творилось в этом торговом центре, и больно представить, что творится в сердцах их родителей. Мы все очень сожалеем о том, что произошло в городе Кемерово. Эти все дети были моего возраста. Всем семьям было, наверное, очень трудно это переносить. Мне тоже было. Общественники, депутаты, школьники и студенты пришли на мемориал памяти славы высказать слова поддержки родным и близким погибших. С хэштегом «Кемерово, мы с тобой» в небо запускают небесные фонарики. А после участники митинга, среди которых и председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев, приступили к возложению цветов. Невозможно смотреть, видеть вот эти крики, ужасы. И когда ты не можешь человеку помочь, это ужас. Жалко, очень жалко детей. Ингушетия скорбит вместе с народом Кемерово. Мы соболезнуем всем родственникам, желаем им спокойствия, мира. Они просили о помощи, писали и звонили своим родителям, прощались и плакали в последний раз. Пожар вовсю полыхал, когда одна из находившихся внутри Маша Мороз опубликовала последнее сообщение. Даже не крик о помощи, а всего лишь 4 слова. «Мы горим. Возможно, прощайте». Тяжелее всех тем, кто потерял своих близких и родных, которых они никогда не увидят. В Зимней вишне погибли целые семьи. Это моя дочь, Светлана Ковалевская. Сколько лет? 5. Вот Егор. Ему 3 апреля должно 10 лет исполниться. Я думаю, что эту трагедию невозможно забыть даже через много-много лет. Я надеюсь, что больше этого никогда в жизни не повторится. Эта трагедия коснулась каждого человека нашей страны, и не только нашей страны. Я думаю, скорбят многие и другие страны. Мы потрясены этой трагедией, этим страшным событием. Мы просим держаться
жителей Кемерово. Мы с вами, Кемерово. Они строили будущее, которого в один миг просто не стало. Сегодня особенно хочется смотреть на эти фотографии детей, вспоминать их счастливыми и радостными вместе со своими семьями. Только так мы сможем пережить это общенациональное горе. Ирина Сычева, Новости 24.